Сегодня участниц конкурса «Татар КЗ» ждет очередное испытание. Ничего подобного в истории проекта еще не было. Члены жюри решили напомнить девушкам о почти уже утраченном навыке писать своим родным и близким письма. Сколько слез было пролито над белоснежными листами бумаги, как тягостно тянулись минуты в ожидании ответа. И есть ли на свете художники, не вдохновленные образом девушки, застывшей в размышлениях с пером в руке? Эту роль предстоит примерить участницам нашего конкурса. Дома каждая из них написала письмо маме и еще одному адресату по собственному усмотрению. Самое время представить свои работы на суд жюри. Барлык теләкләр шушы изге айда тормышка ашсын, иншалла. Әлләрең ничек, әтинең хәлләре ничек, тазалыгың ничек? Минем хәлләрем бик яхшы. Укулар бара, менә тиздән җәйгә имтиханнарым башлана. Әкертенләп әзерләнә башладым. Син борчылма, әнием. Имтиханнар авыр түгел. Бар фәннән дә 4-кә, 5-кә бирермен дип уйлыйм. Столько добрых слов, трогательных воспоминаний, откровенных признаний членам жюри еще никогда не приходилось слышать. В искренности наших участниц у них не возникло сомнений, и скрыть эмоции не всегда получалось. Прошло уже 7 лет, как я переехала в другой город. Ты для меня самый лучший пример. Ты научила меня. Порой-то хочется сказать много добрых, ласковых слов, но тебя самой рядом нет. На самом деле просто порывы души. Вот села, взяла листок, взяла ручку, и полилось это все из меня изнутри таким простым, самым человечным, душевным языком. Этот конкурс стал толчком к тому, чтобы многое переосмыслить в своей жизни. А кому-то подарил настоящее вдохновение. Резеда Мигранова посвятила маме стихи, наполненные благодарностью и любовью. Яркий лучик на ладошке, освещающий мне путь. Мама – сила, мама – суть. Каждый вечер ждет домой, бережно хранит покой, подбодрит и поругает. Многое у нас бывает, но живем мы с мамой дружно, ее слушать очень нужно. Я стихи писала раньше, начала писать еще со школы. Очень долго думала над тем, чтобы написать маме. Так многое хотелось ей сказать. И вот все как-то само родилось, вот такое маленькое, светлое, доброе стихотворение. В адрес мамы у каждого из нас найдется немало теплых слов, но часто мы забываем их сказать. То не хватает времени, то отвлекают будничные заботы, а мамы продолжают ждать. Они заслуживают признательности просто за то, что подарили нам жизнь. В этом татарский народ был уверен с незапамятных времен. Заботливая, ласковая и мудрая – такой образ мамы складывался у татарского народа веками. Если отец мог быть достаточно строг, то мама никогда не повышала голоса. При выборе жениха и невесты молодые люди обязательно советовались с родителями, и от мнения мамы во многом зависела судьба будущей семьи. Невестки, как правило, жили в доме свекрови, и часто их отношения складывались непросто. А к кому можно обратиться за советом в трудной ситуации? Конечно, к маме. Поэтому именно от мам часто зависели гармония и благополучие молодых семей. В качестве адресата вторых писем девочки выбирали бабушек, подруг, братьев, сестер и даже детей, которым еще только предстоит родиться. Слез уже не стеснялись и члены жюри. Пробивает ведь слеза и нас, да? Это был самый эмоциональный конкурс за всю историю проекта. Кечкенәдән үк һәрбер кыз бала әни булырга хыялланырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки без барыбыз да булачак аналар, дәү әниләр. Һәм кечкенәдән үк ул баланы ничек үстерергә, ничек яратырга, ничек киендерергә дип без курчак уйнаганда ук бит инде уйларга тиешбез.
Һәм мин дә шул темага кагылышлы хат язарга булдым. По-взрослому мудрые и по-детски искренние эти письма о многом заставили их задуматься, и участницы решили, что обязательно покажут их своим мамам. Сейчас трудно говорить о том, кто был лучший, потому что этот конкурс оценить очень сложно. Каждое письмо – это был маленький шедевр, потому что в этом письме был сам человек. Были самые искренние чувства. И, конечно же, эти же искренние чувства испытали мы. Это были и слезы и радости, и слезы, наверное, потери каких-то близких людей, слезы воспоминаний. И, конечно, были минуты радости, когда мы вспоминали и свое детство, и своих родителей, и своих каких-то близких, друзей. Конечно же, вот после такого конкурса хочется сесть и тоже написать кому-нибудь письмо. А теперь еще одно испытание. Чтобы его провести, в Челябинск приехали гости из села Росланово Низпетровского района. Роза и Розалина Мухарамовы, Чулпан и Лидиана Галиакберовы. Они участницы фольклорного ансамбля «Лейсан», а еще хранительницы древнего искусства татарской национальной вышивки. Ее секреты в Росланово передают от одного поколения другому. Безнең авылда ул төптән килә. Сандыкларда каждый өйдә ята сандык төбендә инде. Әбиләребездән калган, әниләрдән, апалардан и безнең өйрәндем мин, минеке кызым өйрәнде. Шулай безнең ансамбльдә каждый әбиебез үзе кая, үзенә материаллар алып, каждыйыбыз авылда бөтен өйдә бар инде кайылган чигелгән күлмәкләр. У каждой вещи своя судьба. Она может быть счастливой или трагической. Этой рубашке жениха уже 80 лет, но она так и осталась ненадетой. Невеста поссорилась со своим избранником накануне свадьбы. Эти затейливые орнаменты выполнены в технике тамбурного шва. Но есть одна хитрость. Мастерицы используют не иголку, а крючок, а это намного сложнее. Три года назад Розалина Мухарамова приняла участие в конкурсе «Нани инженер». С тех пор она подросла и стала настоящим мастером. Розалина – победительница многочисленных районных и областных конкурсов народного творчества. Сегодня именно ей предстоит дать татарочкам уроки вышивки. Мин бик яратам шөгыльләнгән. Аның белән мин өйләндем татар кызы «Нани инженер» 2013 елында. Безгә анда конкурста өйрәттеләр. Иң беренче мин энә белән шөгыльләндем. Әлбәттә, миңа бик авыр булды. Хәзер дә мин крючок белән шөгыльләнәм. Миңа бик охшай. Оказалось, что это непросто. Крючок не слушается, петельки не хотят цепляться друг за друга. Они молодцы, нам показывают и объясняют. Это здорово, что они так умеют и сохраняют свою вот эту традицию вышивки. Для начала сложно, так как с крючком это все необычно. Обычно все иголкой делается. Но очень интересно, увлекательно. И когда получается, эмоции зашкаливают. Кстати, тамбурную вышивку и сегодня используют в оформлении одежды самые знаменитые модные дома. Вот так традиции находят свое воплощение в современности и помогают создавать новые произведения искусства. Свои работы рукодельницы закончат дома и только потом представят их на суд жюри. А в следующей программе мы расскажем о том, почему татар называют самым гостеприимным народом, как правильно приготовить лапшу и какие кулинарные традиции участницам конкурса достались в наследство от бабушек.